С завтрашнего дня начнет действовать указ главы республики о введении QR-кодов для посещения культурно-досуговых заведений. Помимо QR-кода у вас должен быть с собой еще паспорт, чтобы вы смогли подтвердить свою принадлежность к данному QR-коду. И что же об этом думают жители нашего города, мы узнаем прямо сейчас. Если ведут QR-коды, как раз у нас будет намного меньше клиентов, намного будет меньше людей, коридоры будут полупустые. Мы сейчас только отходим от 2020 года, когда как раз мы закрывались буквально, да, вот. Ну и думая о населении, не стоит забывать про малый и средний бизнес, также это очень важно, потому что у нас идет и зарплата сотрудникам, получается, и налоги, и их никто не отменяет абсолютно. То есть я считаю, что нет, я к этому плохо отношусь. Почему? Ну, потому что это будет затруднительно, не все хотят ставить прививки, и посещаемость в торговом центре снизится. Естественно, наши продажи снизятся. Я к этому отношусь негативно, учитывая тот факт, что у многих людей стоит метод-ввод. И при метод-вводе дается QR-код, но он в многих заведениях является недействительным, так как нет прививки. И я отношусь к тем, у кого стоит метод-ввод, и элементарно я не могу пойти в ресторан, потому что меня не пустят, так как не стоит прививка. А у вас есть это все? У меня метод-ввод есть. Метод-ввод. Но это не вакцина. Это не вакцина. А другое незаконно? Метод-ввод, он законен. Я являюсь аллергетиком, из-за этого мне не могут поставить прививку. То есть при всем своем желании вы не сможете посетить какие-либо заведения, потому что у вас аллергия получается так. Да. Ага. Вот еще одна ситуация. Ну, в принципе, даже не знаю, как. Не все же возможности есть у всех. Пиар-код показывать, например. По идее. У кого-то телефона нет. Тут много стариков вообще не умеет пользоваться, например, телефонами этими. Как они могут показывать? Справки только. Больше как еще? Ну, нейтральное, наверное, отношение скорее, чем какое-то агрессивное. Просто власти применяют такие вот меры ограничения, да, пропуска, так сказать, культурные всякие развлекательные заведения. Ну, это идет на пользу или наоборот это во вред? То есть они же хотят, чтобы люди были здоровы. Наверное, надо в первую очередь обратить внимание все-таки не на кинотеатры, театры и торговые центры, да, а на ночные клубы, ночные заведения, где полно народу, без всяких QR-кодов, без всяких масок, там, да, без антисептиков и прочего всего. Как бы, да, там никакого расстояния 1,5 метра нет, да, все мы знаем, что ночные клубы работают, продолжают деятельность свою. Как бы, я думаю, сначала надо в первую очередь туда обратить внимание, да, а не на кинотеатры и торговые центры развлекательные. Я ничего не имею против отдыха молодежи, да, и сам отдыхал, да, и ходил в клубы, я не противник, да, там, ночных вот этих всех движений, но в связи с такой обстановкой, да, у нас в Якутии, в Республике Саха, с коронавирусной, с такой обстановкой, то нужно потерпеть, да, и закрыть клубы на некоторое время, чтобы как-то обстановка стабилизировалась, потому что, ну, 270-280 человек уже заболеваемость, и я не думаю, что это из-за кинотеатров и торговых центров. Как-то так. Да, теперь представь такую ситуацию, как ты вакцинирован, и ты приглашаешь свою девушку в кинотеатр. Она не вакцинирована, ее, естественно, не впускают. И она не хочет вообще вакцинироваться. Ты ее заставишь вакцинироваться, либо же найдешь себе девушку уже с QR-кодом. Нет, не найду себе девушку с QR-кодом и заставить вакцинироваться тоже не смогу. Это, я считаю, что это желание все-таки, ну, определенно каждого человека. Хочешь вакцинироваться? Должна быть свобода выбора. Ну да, наверное, скорее всего, как-то так. Я тоже как бы долго сомневался над этим, да, там, ну, вакцинируется, не вакцинируется, ну и как бы непонятно, что за вакцина, неизвестно там, что там вкалывают. Но многие знакомые привились, все хорошо себя чувствуют, да, там, ну и как бы я все-таки рискнул, тоже вакцинировался, ну пока вроде жив, здоров. Больше прививок не было, да? Ну так, суставы болели, полночи ныло, а так вроде нормально в целом. Жив, здоров, самое главное. Так что вакцинируйтесь, берите с собой паспорт, не можете смело покупать себе хлеб.